первых дней войны отца нашей героини отправили на фронт. Она оказалась редким исключением среди многих детей, дождавшись своего отца с войны. Не дождалась она своего деда. Это Бушкова Луиза Трофимовна, мать 3 детей. У нее была мечта стать педагогом, которую она воплотила, проработав всю жизнь воспитателем в детском саду, посвятив себя малышам. Луиза Трофимовна, вот вы родились в 1936 году. Да. Скажите, пожалуйста, нам, где вы родились и где вы проживали с семьей до войны? Я родилась в Ижевске 6 июля 1934 года. А сейчас Где проживали до вот войны, с семьей? до войны мы с родителями проживали здесь, в Воложе, в двухэтажном доме. Внизу у нас был сосед дядя Петя Валов, он был рыбак. В тот день, 22 июня, мы были на лугах, ели уху. Я не знаю каким образом техничка могла найти нас в этот день, воскресный день, на лугах. Ни телефонов ведь ничего не было. Он работал, папа-то работал в райкоме партии. Может, были давали сведения, где в этот день отсутствует работник партии. И вот техничка его увела в тот день. Вот это я помню. Потом... И таким образом вы узнали о начале войны? Вот тогда мы узнали, пришел он и объяснил нам. Конечно, все заплакали. Нас было 3. Старший брат 32 года рождения, я 34-го, и младший брат Валерий был с 36 года рождения. Почему нас папа перевез в здание сберкассы? Наверное, потому что подумал он уйдет на войну. Дети маленькие, вода в Воложе была только на реке. На 2-й этаж маме поднимать воду и дрова. Может, поэтому он нас перевез в здание сберкассы. Там была одна комната, одна печка. А мама устроила охранником туда, в сберкассу. И вы там проживали? Мы там проживали всю войну, но пока папа не вернулся с войны. А когда его забрали, сразу же в первый день? Сразу же его забрали. Ну, он еще приезжал, ихняя часть, видимо, какое-то время была в городе Можга. И он приехал, вот первый снимок там есть, первый мой снимок там в начале войны, какая я была. Там семья моя, папа, мама, мои братья, отец, ну и дед, мамин отец. А кроме вот вашего отца, у вас из родных кого еще забрали? Вы были свидетелем? Да. Вот, как забирали, да? Да, моего дедушку тоже забрали, маминого отца тоже забрали на войну. Теперь забирали сперва мамину сестру, 18-летнюю, на завод в Ижевск. И у нее украли все карточки. У нее даже там был голодный обморок. Продуктовые? Да, продуктовые. Она попросилась ехать в деревню за хлебом, ее не отпустили. Она поехала самовольно, а дома хлеба-то нет. И кто поехал на лесозаготовки, им дали пуд муки. Вот она из этого пуда муки поехала на лесозаготовки. Одна женщина, девушка, она сдезертировала с завода, ее приехали забирать. А она выдала мою тетю. Что она тоже сбежала, да? Да, ее из лесу, с лесозаготовок, холодную, в лаптях, в самый трескучий мороз привезли сюда. Она говорит, дайте мне хоть с сестрой проститься. Милиционер завел ее к нам. В общем, ее посадили.
Мама хоть неграмотна была, а как-то все хлопотала. Там в деревне осталась бабушка инвалид одноногая и сестры. Мама все хлопотала, хлопотала, ее отпустили в самую распутицу. Вот она зимой взяли ее туда, посадили, а в самую распутицу отпустили ее. Она приехала вся в черьях, вся в шах. Мама, одежды-то не было, чтобы заменить ей. Мама ее вымыла в бане, одежду всю утюгом прогладила всех вшей. С головы тоже всей шивила и отправила ее в Бию к своей маме. Прожила она там до уборочной, и ее оттуда взяли на войну. А кем взяли? Она там заряжала «Катюши». М, Я помню даже тот день, когда она пришла с войны, а мама во дворе мыла картошку, как увидала ее, и от радости у нее даже картошка вся упала с этого, с То есть чугуночка-то. вернулась с войны. Мгм. Жили мы напротив военкомата, и я все видела, как забирали на войну мужчин, и многие, даже знакомые, даже незнакомые, даже родственники, все останавливались к нам, раз мы жили напротив военкомата. Я видела, как они уезжали на войну, как женщины плакали, падали, бежали за телегой, и падали они. Я все это видела. Провожали на лошадях или на автомобиле? Да вот, мне кажется, даже телега была такая, не кошовка, простая телега. Но вот на этой телеге их увозили. До станции, да? Да. Я своей тете, я уже пошла в школу, уже была, ну, умела уже писать. Я писала письма и дедушке на войну, и маминой сестре Анастасии тоже на войну. Помню, от нее приходили письма с Гомеля. Луиза Трофимовна, а вот сейчас у ребят всевозможные ручки, учебники, да, интернет-учебники, да, а у вас вот чем вы писали, какими ручками? Хватало ли Чернила. на всех учебников? Нет, какие там учебники. Чернила у нас, чернилицы. Кто из сажи делали, кто чем как приспосабливался, чернила делали. А на чем писали? Писали на газетных бумагах. То есть вот сейчас ребята узнают, да, А, как это было сложно? Да, воинская часть какое-то время была в Можге, и мама моя туда ходила пешком, ведь туда оставляла нас таких маленьких. И однажды она пришла, папа ей, значит, белье, наверное, свое отдал. В это белье он завернул. Может, кто-то из солдат не доедал или что ли, в общем, бросал, может, эти сухарики отец сушил. И вот тут в котомочку-то на спину ей положил эти сухарики в белье. А в руках у нее была корзина. В корзинке был для нас положен каравай хлеба, и ей на дорогу 2 кусочка хлеба. Шла она, шла с Можги по лесу. Навстречу ей вышел дезертир. И он отобрал у нее эту сумку с хлебом. Спросил, что у вас на спине? Мама сказала, грязное белье. Он взял эту сумку и с хлебом. А там были тетрадочки, может, 2-3 тетрадки. И он вместе с сумкой уходит в лес. Мама была, видимо, такая отважная. Она пошла за ним в лес и говорит, жри хлеб, тебе не сегодня, завтра пуля в лоб попадет. Отдай тетрадки, моим детям надо в школу. Он взял, посмотрел все эти тетрадки, перелистал, может, думал, там... Что-то деньги или что? Да. Угу. И швырнул эти тетрадки. Мама голодная, конечно, пришла домой. Ладно, хоть на спине были эти сухарики.
А вот сейчас у ребят в школах горячее питание, да? Да. Их бесплатно даже начальную школу кормят, да? А вот у вас не было такого, что что-то в школе вам... Нет, Не, нет, конечно же. ничего не было. Голод был, То есть кто голодный. как мог, родители давали где-то у кого-то кусочек хлеба, у кого-то что-то, да? Вот таким образом вы учились, да? Все Да, уроки, то есть без всякого завтрака, без обеда. ничего не было, ничего. А вот отец у вас ушел на фронт, вы часто получали письма, весточки от него? Часто получали, да, ну, получали письма. Есть одна фотография, он пишет: вот смотри, дорогая моя жена, и покажи детям, и покажи всем город Людиново, и там трубы одни стоят. Посмотри, говорит, что фашистские изверги сделали с этим городом. Значит, я писала письма и тете на войну, и дедушке на войну. И вдруг письмо мое вернулось обратно, мой треугольничек, и написано: адресат выбыл, и достать его невозможно. Это И, в каком классе вы писали письма отцу уже? ну, может, во втором, Во втором. может, третьем. Мгм. Мгм. И причину не знаете, да? Почему выбыл? Да, и еще, знаете, вернулось письмо, дата была, ага, пришло от него письмо от дедушки, и была там дата 7 декабря. А девочки, сестры мамины, школьницы, они пошли на елку в Новый год. И им там на елке, видимо, какие-то тоже такие недобродушные люди на елке, им вручили похоронку от отца. В Новый год, да? Да, Праздник? да. И там написано, что он погиб 6 декабря, а письмо от него пришло, дата 7 декабря. И мама, ну, мама хоть неграмотно, как-то все она, как она сумела это все хлопотать. Она написала командиру части письмо, и он ответил ей, что он действительно погиб 6 декабря. И сам я, говорит, его похоронил, и похоронен на берегу Днепра в 43-м году. В 43-м. Ну, а мамина-то сестра пришла уже после войны. Слава Богу, живая. А вот в период учебы в школе вас привлекали куда-нибудь или в школе, или в Да, организации по работе? мы ходили, колосья собирали. Потом мы собирали золу для колхоза. Вот туда привлекали нас, да, После учебы, да? да. Мгм. А в летний период, в период каникул? Есть было нечего. Нас мама уводила в деревню Новая Бия. Бабушка, К родным. бабушка там, мамина мама, Мгм. она была очень мудрая. Раньше ведь там все сдавали в государству. И молоко, масло, яйца, шерсть. Она была мудрая, она снимала сметану и била масло, и этим маслом сдавала, а снятое молоко ели мы. И вот туда мама нас уводила, мы хоть это снятое молоко ели, хоть какой-то там белок. Сестры мамины, мои почти ровесницы, одна на год старше, другая на 4, они ходили в колхоз работать, и меня брали с собой. Помню, мы пололи лен, потом мы теребили лен, потом мы колотили этот лен. И когда мы лен рвали, к нам приходил бригадир, дядя Петя. Он уже пришел с войны раненый и был бригадиром, дядя Петя Плотников. И вот однажды он принес нам, там держал пасеку, колхоз держал, и он принес нам обмывки от меда. Мы были так рады этой сладкой водичке. Помню, он мерил своим аршином, сколько нам дать, сколько мы
сколько нам надо выполоть, сколько нам надо вытеребить. Вот это он все мерил, ходил. Вроде бы трудодни зарабатывали мои мамины сестры. Я тоже с ними все работала. Это уже в каком возрасте? Так вот, Во время войны, во да? время Да. войны Мгм. А вот во время войны у вас проблемы с продуктами питания были? Как вы, чем питались? мама варила лебеду, крапиву. В соседях у нас жили, приехали с Москвы, говорили эвакуированные, но хозяин, 3 дочери там были, хозяин был венгр. И он работал за скотину резали, отправляли мясо на фронт, а он давал маме кишки. Мама привозила на санках эти кишки, мыла как могла. А если уж туда попадал хвост, это вообще был деликатес. Потом их почему-то они быстро уехали. Ну, потом-то мы знали, что разрешили уже венграм, видимо, жить обратно в Москве. И там жил, в этой комнате жил Петр Сергеевич Дерягин. Не знаю, он, видимо, тоже с войны уже пришел. Он был варинский, у них была картошка крупная, хорошая. Они эти очистки чистили, и мама просила, чтобы они не выбрасывали. И когда топилась голландка, у нас была распределена у 3. Это твоя территория, это моя территория. Эту очистки мы слюнами макали и прилепляли на голландку, когда голландка печь топилась. Вот такие очистки мы ели. Один раз мама смолола эти картошки, испекла колобашки, а я где-то играла. Прихожу, братьев уже рвала с этих колобашек. Вот, Вырвало, да? вот такое голодное детство было. Вот вы сказали, играла, да? И это, несмотря вот на такое голодное детство, дети остаются детьми, да? Да. В какие игры вы играли? Мы, Лиза помню, Трофимовна? играли в прятки, в догонялки, в ляпки. Потом сшила я куклу из тряпок, нашла какой-то лапоть и привязала лапоть там к чему-то на сарае. И туда куклу ставила и качала, будто она у меня в люльке качается. Девочки всегда остаются девочками, Да. несмотря на то, что в любые годы им хочется поиграть в куклы, да? Да. В классенки играли, прыгали. Уж достанем какой-то кусочек, ой, стекла или чего ли, и вот прыгали, В классике, да? подпинывали. Ага. Мгм. Ну вот Потом- девочки и в наше время остаются игры эти же, да? Дети Да. играют в прятки, дети играют в классике. Потом Так что- какие-то веревки находили и прыгали, скакалку, через скакалку прыгали. Рано или поздно приходит войне конец. Вы помните вот День Победы этот? Помню День. я, мама пришла, она охранником работала в сберкассе. Между прочим, там деньги мешками были собраны, отправляли на фронт эти мешки с деньгами. И хоть бы она рублевку взяла оттуда, нет, настолько была преданная, честная. Пришла она в День Победы, обнимает нас, плачет. Война, говорит, кончилась, победа. Иду по улице, смотрим в окошко, все идут, обнимаются. Тут на углу жила Кубов, Мгм. забыла, как звали его. Он идет, всех обнимает, всех целует, все радуются, все ликуют. Вот этот день я хорошо запомнила. Отец пришел с войны, он уже работал в исполкоме. Помню, он работал зав. Местной промышленностью. И вот когда в 50-м году укрупнение колхозов началось, его послали туда агитировать, что колхозы укрупняются, и была кандидатура дана. Ложкин Александр Сергеевич. А колхозники сказали, раз сам приехал, сами будь председателем. Вот он, значит, с 50-го года по 58-й год был в колхозе председателем. 3 колхоза там были объединены.
Еще была деревня Петухово, была деревня Курюгурт. Вот они все в один колхоз объединились. И сначала колхоз назывался «Мют», а потом по его просьбе колхоз был переименован имени Ленина. Вот он проработал там. В 1958 году он умер. А вот после школы вы куда пошли учиться? 7 классов закончили. 1 год училась я в Дзимане в 7 классе. Там классный руководитель, вот забыла, Шкрумер Виктор Давыдович. Мгм. Который приехал из Москвы и вел театральный кружок, известный на всю Россию. Мгм. Потом А потом после 8 класса, в 8 класс я уже сюда приехала, здесь уже на квартире жила. Ну, папа еще был жив тогда. Мгм. 10 классов кончила, и подготовительные курсы библиотечные были месячные. Вот я в Ижевске училась на этих подготовительных курсах. И в Чудзелут сделали сельскую библиотеку, я вот там проработала год. Потом эту библиотеку перевезли в Зембай. Я стала в Ве работать завклубом. Вышла замуж. в Бие. Ну, долго мы переписывались, дружили. Приезжал бийский парень, работал в Ижевске на заводе, кончил там художественно-ремесленное училище. Приезжал в отпуск, познакомились, полюбили друг друга. 4 года переписывались, потом поженились. Он приехал сюда и работал инструктором райкома комсомола. Потом дали нам вот эту квартиру. Жили, правда, мы на 2 этаже. Там было у нас 2 детей. Виктор и Юрий, вот этот. Потом уже родилась и дочка Лена. Как у вас отец вернулся? Вы помните этот день? Помню, конечно, этот день. Радость была большая. Обнялись, целовались, радовались. Сразу он пошел на работу. Поставили его в исполком зав. Местной промышленности. В каком году он вернулся? В 46-м. 46-м. Угу. Потом, когда я кончила эти 7 классов в Дзимане, мы пешком из Бии пошли в город Можгу сдавать экзамены в педучилище. Я не прошла там по конкурсу, вернулась обратно в Бию. А у вас была цель стать педагогом, да? Да. И потом? А потом, вот после 10 классов уже я вот была библиотекарем в Чудзелуде, потом завклубом в Бие. А потом вы еще, вот работая завклубом, вы еще учились? Вы говорили, что прошли переподготовку, и потом учились снова, да? Потом, когда уже мы тут жили, в этом доме уже, и я пошла работать нянечкой в садик. Работать маленькой, ребенок маленький, никуда не брали. Нянечкой пошла работать в садик, в ясли. А Елена Григорьевна Логинова, начальник педстанции, она уговорила меня учиться на медсестру. Вот я по вечерам ходила, училась на медсестру. Здесь при Волжской школе нас учили. Вот 2 года. А когда она, заведующая, заметила мои, ну как сказать, желание с детьми работать, она мне быстро перевела из нянечек в воспитателей. И вот у нас в яслях... Валентина Прокопьевна, да? У нас в яслях Сизова была. У нас в яслях воспитателями должны были быть медработники.
Вот меня Сизова, ну, некоторые там учились, ясельные работники на этих курсах, они ушли работать в больницу. А мне заведующая сказала, зря что ли мы вас отпускали, и на практику вы бегали, и оставайтесь в Вислях. Ну вот я так и в Вислях до пенсии осталась. Луиза Трофимовна, но можно сказать, что ваша жизнь состоялась, потому что вы мечтали стать педагогом. Да. И несмотря на то, что вы не прошли по конкурсу в педучилище, вы все-таки стали педагогом Да. и всю жизнь проработали в детском саду, Да. в детских яслях. Да, И многие выпускники до сих пор вспоминают, уже столько лет прошли, у них уже у самих внуки, и они до сих пор вспоминают вас, Мишаукиных, да? Как вы нянчили их. да, вспоминает. Мгм. Надежда Михайловна водила ребят своих, и Вову, и Мгм. Риту. И до того она, даже нынче она меня поздравила, говорит, ваша лучезарная улыбка освещает весь Вовош. Это надо Мгм. подумать, такие слова сказать. Да, потому что я очень много людей знаю, которые благодарны вам, отдавая своих маленьких детей, грудных детей отдавали, и как вы, потому что некоторым невозможно было, и вы так ласково с каждым ребеночком обращались, что до сих пор многие, видите, как хорошо о вас вспоминают. Спасибо вам, конечно, за это. Это не Помню, каждому дано. Мгм. Вы настоящий педагог. Помню, все звали меня тетя там. Первый раз Саша Пушин меня сказал баба. Мгм. Вот, говорю, я стала бабушкой для вас. Баба Люся меня зовут до Значит, сих пор. вы состоялись в своей профессии. Вы мечтали быть, ваша мечта исполнилась. Да. И вы, наверное, ни о чем не жалеете? Нет, не жалею. Детей я любила очень. Мне кажется, я говорила, что почему-то мои дети всех красивее. В других группах не такие, думаю, дети, а мои группы самые красивые. Это большое искусство любить совсем малышей. Так что вам все удалось. Вы Да. молодчина. Луиза Трофимовна, ну что пожелаем этим детям на сегодня? Здоровья. Всем желаю здоровья, всем желаю успехов. Все, чтобы слушались своих родителей, слушались педагогов, не бездельничали, как некоторые сейчас в партии бездельничают. И вам здоровья желаю. Спасибо. На долгие-долгие годы Выросли. радуйте наших односельчан своей лучезарной улыбкой.